Мы были там, нас не было. Мы до сих пор должны молчать. Его боевое прошлое больше полувека оставалось в секрете. Подписку об этом Семен Солнышкин давал пожизненную. За разглашение гостайны тогда грозил расстрел. Открыть завесу прошлой жизни он решился только сейчас. Сталинские тайные войска были. Мы в Корее были, распахали им 38-ю параллель, разделили эту. И там стала Южная Корея, тут Северная Корея. Это была одна из секретных миссий с участием Советского Союза. Корейский конфликт 1950-53 годов считают локальным, но через него прошло 40 тысяч советских военнослужащих. Участие в ней было неофициальным. В противостоянии Южной и Северной Кореи Семен Солнышкин воевал на стороне китайцев. Награждал медалью лично Мао Цзэдун. Наша командировка уже все успокоилась, с Вьетнамом, с Кореей, все. Нас уже домой. И тогда нас построили китайские войска, и наши-то уже мы в Китае были дома, считается. И наш был Булганин, замминистра Сталина по иностранным делам вооружений. Мао Цзэдун и Ким Ир Сен. Их войска стояли наши, провожали проводительно. Там дали нам каждому подарок. Среди его наград медали за отвагу, орден за героизм и благодарственные письма. Но все эти подвиги остались непризнанными. Семен Солнышкин так и не удостоился звания ветерана. Истории его сражений пребывают в безвестности. На 9-м десятке своей жизни герой Корейской войны не в силах защитить свои социальные и жилищные права. Мне нужно поменять эти окна. В них вот дует. Жилищные проблемы пенсионера получили огласку после обращения в прокуратуру республики. Надзорные органы в тот же день ознакомились с его делом. По поручению прокурора республики Абдулкадырова Шарпуди Муайдовича нами была проведена проверка всех доводов заявителя. Было установлено, что органами местного самоуправления района и республики необоснованно в течение длительного времени отказывалось Солнышкину в улучшении жилищных условий. Более того, в результате бездействия указанных органов в течение длительного времени Солнышкин не получал предусмотренные законом социальные выплаты и пособия. По результатам проверки по доводам Солнышкина мною предъявлено в суд исковое заявление о защите жилищных прав Солнышкина. Сегодня в республике существует несколько программ социальной поддержки ветеранам боевых действий, но эти льготы не касаются участников Корейской войны. Предоставляются им соответствующие меры социальной поддержки по линии пенсионного фонда, по линии Минздрава, по линии ФСС, также, естественно, по линии Минтруда. По линии Минтруда, то, что касается, мы выплачиваем именно участникам Великой Отечественной войны по 10 тысяч ежемесячно. Это материальная помощь. И эта выплата, она в других регионах такой выплаты аналогичной нет, только у нас. Также предоставляется улучшение жилищных условий. У нас, в принципе, все участники Великой Отечественной войны обеспечены жильем. Дело Семена Солнышкина уже передано в суд. С большой вероятностью претензии пенсионера там признают обоснованными. В таком случае после перерасчета жителя Наурского района ждет солидная компенсация. Зура Саламова, Стамир Хаджиев, Джамлайл Хаджалиев. Новости.